Ванюков. Это утро для ребят выдалось ранним. Медосмотр и подготовка документов. Теперь впереди военные будни. Придется нам учитывать интересы каждого. Вчерашний выпускник КФУ Руслан Китао теперь готовится к статусу военнослужащего. Говорит, без армейских навыков не построить успешной карьеры. В госорганах, чтобы занимать руководящие должности, необходима воинская служба. Да и вообще, в принципе, я считаю, это обязанность каждого молодого человека пойти отслужить. Сегодня ряды вооруженных сил пополнили 32 призывника. Среди них и Рифат Загидуллин. Для него служба в армии – мужская традиция. В семье дедушка и папа служил. По сути, все служили. Я тоже решил идти по стопам, так сказать. Почти не спалось сегодня. Конечно, волновались. Такое огромное для нас событие, что сына провожаем в армию. Кстати, родители и призывники последние минуты перед отправкой проводят не вместе. Строго соблюдают ковидные ограничения. Сдержаны, но не скрывают гордости за сыновей. Сына провожаем в армию, 19 лет. После учебы, и сам изъявил желание. Что мы не краснели, что нормально служил. Как военкомат пришел, нормально стоим, и так домой пришел. Каждого новобранца обязательно проверяют на коронавирус. Перед отправкой они все за 2 дня прошли у нас ПЦР-тесты, то есть здесь все ребята с отрицательными ПЦР-тестами. На сборном пункте они пройдут еще раз. Эти казанские призывники будут служить преимущественно в Центральном военном округе. Ребята пополнят научные роты, войска связи и другие подразделения. Что такое армия, в этот призыв узнают больше 3000 татарстанцев. Отсюда ребята отправились в сборный пункт «Патриот». Там призывники пройдут медкомиссию, сдадут тест на антитела и получат военную форму. И уже завтра отправятся по местам несения службы. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.